играют в хоккей и колки. Будешь сюда приходить? Год подходит к концу. Пора подводить итоги и пожинать плоды от проделанной работы. Партия «Единая Россия» в 2017-м запустила проект «Городская среда». Детские площадки, новые аллеи, скверы и стадионы радуют жителей региона. Сегодня на очереди город Карабулак, где открывают дворовую площадку, небольшой парк и место для парковки рядом с местным ФОКом. Депутат Народного собрания Зелимхан Аздоев отметил, что проект будет работать еще 4 года и попросил жителей быть активнее, ведь площадки для обустройства убирают исключительно по ходатайству населения. Основной принцип, который был заложен в этом проекте, это участие самих граждан, самих владельцев дворовых территорий, то есть вас, уважаемые граждане. Жители выбирают не только место для будущих преобразований. Партийцы готовы прислушиваться. Строить парки и площадки для отдыха обещают индивидуально, исходя из пожеланий жителей. За первый год реализации проекта в Карабулаке благоустроено 4 общественные территории, включая 2 парка. Мэр города ведет опрос в Инстаграм и уже знает, чего жители ждут в новом году. У нас есть стадион на улице Заречная, где ребята играют в футбол самостоятельно, такой, назвать его еще стадионом, площадка. Мы хотим обустроить эту площадку. В первом микрорайоне у нас есть тоже небольшая территория под спортивную площадку. Охватим все дворовые территории, плюс эти 2 зоны. И если у нас получится в рамках реализации этой программы, хотим благоустроить дороги в новых наших микрорайонах. Единороссы заверяют, планы вполне реализуемые. Заместитель секретаря регионального отделения партии Батыр Хамхоев рассказал, что в 2018 году Ингушетии по проекту «Городская среда» из федерального бюджета выделят около 100 миллионов рублей. Про реализацию данного проекта на территории Республики Ингушетия принимает 3 района и 5 городов Республики Ингушетия. И сегодня, как вы уже заметили, у нас в этом месяце происходит планомерная сдача этих объектов. Сданы в Сунжинском районе и в городе Магас, близко к завершению в городе Малгобек. В Назрань полностью закончила свои работы. И сегодня мы в Карабулаке уже открываем данную площадку. Остались пара городов. Каждый житель 8 многоквартирных домов считается участником проекта. Они подавали заявку на обустройство территории, выбирали места для установки детских игровых площадок и зон отдыха. Все, что мы сказали, все, что мы им заказывали, все они нам исполнили. Но теперь мы постараемся, конечно, поддержать эту всю чистоту, весь порядок. И все, что нам нужно, у нас есть во дворе. И игры детские есть, и площадки, где сесть, посидеть. Впрочем, рады таким изменениям не только жители этого двора. Исмаил Кариев, который живет в соседнем дворе, к примеру, даже сменил привычный маршрут, ведущий от школы до дома. Путь через дворы хоть и длиннее, зато веселее. Когда здесь не было этих горок, я сюда не приходил просто. Но когда здесь появились эти горки, машинки и качели, я всегда здесь прохожу. Еще одно открытие состоялось во дворе 2-й Карабулакской школы. Здесь, благодаря проекту, разбили парк имени первого героя России Суламбека Асканова. Особенно весной и летом наши ребятишки, младшие классы, выходят и могут поиграть в парке. И на той стороне мы видим детскую площадку, где они могут попрыгать, поиграть. А старшие классы, среднее звено могут после урока выйти, посидеть на лавочке, отдохнуть. Это мой 10 класс, мы тоже выходим и сидим, отдыхаем здесь. Проект «Городская среда» охватил всю Россию. Сроки его реализации 2017-2022. За 5 лет единороссы планируют разбить сотни аллей и скверов и благоустроить тысячи дворов многоквартирных домов. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.